Белоснежная гладь озера, расположенного в центре села Хатыстыр, заискрилась самобытной гармонией венкийских гуляний. Белецкая земля вновь принимала гостей. Свой праздник отметили оленеводы-кочевники. Торжество в честь тружеников тайги давно стало символом единения народов. В этот день в село Хатыстыр приезжают жители со всех уголков района. Как всегда, приехал на праздник, никогда не пропускаю. Вот, отведаем мясо настоящего, экологически чистого. Но так, отличная атмосфера, все нормально. Всех с праздником! Добро пожаловать на праздник с хорошим настроением и добрыми помыслами. Традиционно обряд очищения проводят уважаемые жительницы Наслега, объединившиеся под сенью Хатыстырского клуба бабушек. Подают ленточки, чтобы каждый приходящий завязывал ленточку, благословил землю, на которую он ступает. И, кланяясь этой земле, он ленточку привязывает и желает добра, здоровья хозяевам этого праздника и своим сородичам и родственникам. Праздник предварил парад династии оленеводов. Глубочайшее почтение воздавалось старейшинам родовых общин. Для молодых поколений их опыт и мудрость бесценны. Немыслим праздник и без низкого поклона оленю, кормильцу, помощнику и другу кочевой семьи. Эвенк, он не может жить без того, чтобы не охотиться, без того, чтобы оленей не пасти, потому что это наша жизнь. Наши предки кочевали, с оленями жили, и мы должны тоже сохранить оленей и жить в согласии с природой, в согласии с тем, что мы живем, дружить друг с другом. Погода в этот день выдалась холодной и ветреной. Впрочем, хозяева праздника к суровым условиям привычны. Ведь в начале марта тайга не всегда бывает по-весеннему мягкой и ласковой. Праздник проходит очень хорошо, несмотря на погодные условия. Но мы люди терпеливые, выдержанные, экстремалы, наши оленеводы. О гостеприимстве и добром сердце детей Севера сложены тысячи легенд, а сила духа, ясный ум и крепкие руки кочевников воспеты фольклором. И теплую атмосферу праздника никоим образом не смогла остудить зимняя стужа. И, конечно, желаем вам добра всем нашим друзьям. Будь это русский, будь это эвен, будь это эвенк, татарин. Все мы должны жить в дружбе, и должен быть на нашей земле мир. Как правило, в дни весеннего равноденствия подводятся итоги минувшей зимы, а в праздник принято отрешаться от повседневных забот и погружаться в веселье. В переливах песен кружились хороводы, а все желающие могли помериться силой и ловкостью в национальных видах спорта. Вообще очень хорошо, потому что вот столько народу никогда не было. Хоть и погода плохая, а народ ничего не боится. Древнейший праздник северного народа великолепен национальным гостеприимством и исконно эвенкийской теплотой. Его особая ценность заключается в сохранении традиций и культуры. Немногие говорят по-эвенкийски, но у наших Белецкого района очень большое желание все-таки вспомнить свой язык, песни петь, хороводы и научить своих детей, чтобы наш язык сохранился на века, потому что мы эвенки. По периметру площадки празднества раскинулись палатки, раскрывающие таежный уклад, в коем сохраняются национальные обычаи гостеприимства. Богатство эвенкийской культуры представили как трудовые коллективы, так и прибывшие на праздник коренные родовые общины. Приехали очень из далеких участков наши оленеводы, очень рады увидеть своих родственников, своих знакомых, близких. Мы за них очень рады. На территории Алданского района ведут деятельность порядка 3 десятков родовых общин. Семьи, чей очаг полыхает в тайге, в Наслеге гостят нечасто. Встречаясь на празднике, оленеводы обмениваются новостями и делятся планами. Конечно же, на столы в этот день подаются лучшие национальные блюда. Традиционные блюда получается как оленина, медвежатина, рыба, потроха, вот рябчики варятся. Коренная родовая община Бута, что в переводе с эвенкийского означает «сильная родовая кровь», была образована несколько десятков лет назад. Сегодня потомки гынымских оленеводов, основателей общины, стремятся продолжать традиционную деятельность.
Стараемся поддерживать свою культуру, традиции, учим младшее подрастающее поколение всему. Вот, бегают, смотрят, ходят, обучаются всему. Старейшина общины Бута Надежда Михайловна Григорьева – знатная рукодельница. Из оленьих шкур она изготавливает убранство для дома и шьет одежду всей семье. Личную коллекцию шедевров мастерица неоднократно представляла на региональных и российских выставках. В День оленевода Надежде Михайловне было присвоено звание народного мастера Якутии. Свои умения рукодельница передает молодым поколениям. У меня тут целая деревня, наверное. Все спрашивают все это. Ну, все от меня все спрашивают. И приходят, мастер-класс делаем. Ага. И мои невестки, сестренка, все шьют. Хозяйство семьи Гавриловых находится на реке Илмах, неподалеку от одноименного села. Зима выдалась суровой, впрочем, легким и простым бытие оленевода не бывает. Община Гоя была образована чуть более 10 лет назад. Между тем, оленеводством занималось не одно поколение Гавриловых. Мы в 2010 году вот, всей семьей создали общину Гоя. Я сам в общине был, и в совхозе тоже работал. Оленей все вместе держали. Мы с Дынова 150 голов перегнали в 2000 году и при совхозе держали. Потом в 2010 году свою общину создали. В стойбище постоянно находятся 3 человека. Взрослые и дети, проживающие в Хатыстыре, интересуются положением дел в хозяйстве, с удовольствием слушают рассказы о жизни в тайге и, конечно, вместе с прибывшими домой родными готовятся к встрече одного из главных праздников. Традиционный венкийский стол – это означает, что готовится все из оленины. Обязательно только из оленины. Все у нас блюда, все выпечки, все из оленины и мяса. Деликатесом является, и, как все, наверное, знают, да, в Алданском районе не точно, что из оленьего ничего не выбрасывается, все съедается. У нас даже на столе есть оленьи мозги, это является деликатесом. Язык на столе у нас во все праздники. Костный мозг обязательно очень вкусный, полезный. Община Санкан, что в переводе означает «олененок», находится за селом Большой Немныр. Сегодня в хозяйстве несколько десятков оленей. Путь в Хатыстыр занимает у семьи несколько дней. На оленях долго. Сначала на машине, потом на оленях долго. В канун национальных праздников большая семья непременно собирается вместе. И, конечно же, в подготовке к гуляниям принимают участие все, от мала до велика. Так угощения хозяюшки начали готовить за 3 дня до торжества. Приезжают кто откуда, родственники, собираемся, встречаемся с коллегами, с оленеводами. Для нас это вообще знаменательный праздник. Председатель Антонина Александровна в тайге немало времени посвящает рукоделию. Сегодня она представила гостям кумаланы и костюмы, которые создавала минувшей зимой. Мастерство мама передает дочерям. Дочки мои по меху пока еще не очень, но бисер, все это, что они носят, они сами почти бисероплетением занимаются. Хозяйство общины Иджик насчитывает 800 голов оленей. Как и другие кочевые семьи, на празднике члены Иджика постарались воссоздать таежный быт в мельчайших деталях. Отдача хозяйства во многом зависит от труда рук человеческих. Для нескольких поколений семьи Тихоновых эта истина остается непреложной. Наша семья, семья Тихоновых и семья Исаковых, в 1998 году они объединились и соединили своих оленей и организовали общину. Община так и называлась Иджек, СПК КРО Иджек, и до сегодняшнего дня эта община существует. В стойбище общины Иджик постоянно проживают 9 человек. Бесспорно, труд оленевода сопряжен с огромным количеством сложностей. Но вне традиционного уклада труженики не мыслят собственной жизни. Зима суровая была.
Так, мы все же знаем, что очень холодно было, но мы отстояли, стадо сохранили. Проблем много, очень много. Последнее время волков завелось. Вот это самая большая у нас проблема. Между тем веселье продолжалось. Концертные номера сменялись представлениями и конкурсами. Желающие могли испытать удачу в лотерее. Праздник оленеводов любим не только алданцами. На явинкийские гуляния приезжают жители из разных районов Якутии и городов России. Ну, на этом празднике я первый раз, так как я приехала с города Читы. Ну, мне очень понравилось, весело. Вот хотим посмотреть на гонки. Пожелать оленеводам главное здоровье. Одним из ярких моментов гуляний стали оленьи гонки – галопом, рысью, в санях и верхом. Мужчины и женщины мерились скоростью и ездовой сноровкой в различных дистанциях. Кульминацией гонок стал массовый забег, в котором на старт вышли все участники. Мы приехали с Алдана посмотреть на праздник. Сын очень хотел посмотреть на оленей, на праздник, как это все проходит. И очень мы рады, несмотря на погоду, прямо очень здорово. Все веселятся, национальные костюмы, праздники, концерты, шашлыки, очень здорово, очень здорово. Тебе понравилось, Рома? Да, очень сильно понравилось. Дочери Антонины Сигаевой являются постоянными участницами в оленьих бегах. И каждый раз девочки завоевывают призовые места. Увлеченность гонками – одна из семейных традиций, которые продолжают представители молодого поколения. Они со школы, еще в школе учились, начальных классов участвуют в оленьих гонках. Сейчас вот я рада, что они выросли, потому что мне самой уже тяжело гонять. И сейчас вот они моя замена получается. Благосклонности природы матушки, оленей тучных, процветания хозяйств, здоровья и счастья. Добрые пожелания труженикам тайги в праздник не иссякали. Суровая зима осталась позади, и совсем скоро наступит весна, которая тоже бывает непредсказуема. А значит, оленеводам вновь пора погрузиться в повседневные заботы и труды.